Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях в проекте «Астана Аспаны» руководитель городского центра Айкомек Жанат Дубирова. Будьте с нами. Жанат Ханым, здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Ну, вы готовы со мной побеседовать? Да, конечно. Ну, я надеюсь, что мы с вами найдем общий язык. Скажите, пожалуйста, что такое центр Айкомек? Это первый этап трансформации Акимата, который начался в декабре прошлого года. Это выстраивание, переход именно, цель трансформации вообще Акимата, переход от функциональной модели управления к процессной модели управления, где целый блок процессов, операционная деятельность, это ежедневная работа с населением, отработка заявок, работа над плановые работы в коммунальной сфере, аварийные ситуации и так далее. То есть это все, вот этот большой блок вопросов должен был быть замкнут под единым городским центром мониторинга оперативного реагирования Айкомек, который мы создали. Смотря со стороны жителей, насколько полезно существование данного проекта? На сегодняшний день к нам поступает уже более 700 тысяч обращений жителей. Все эти обращения поступают в единый контакт-центр под коротким номером 109. Помимо этого мы разработали альтернативные способы подачи обращений через социальные сети, Facebook, Instagram, регистрируем все обращения, чат-боты, мобильные приложения. И на сайте Акимата мы разработали целый модуль, с помощью которого в 2 клика можно подать обращение к нам сюда. Все обращения регистрируются, классифицируются и отрабатываются с коммунальными службами, с отраслевыми управлениями. То есть жителям уже не нужно писать от руки сообщения, оставлять их в канцеляриях Акимата, они могут отправить это обращение к нам. Помимо этого, получается, мы выстроили единый контакт-центр Акимата, объединили все колл-центры, которые были разрознены, решили такую проблему колл-центра коммунальной службы, до которой невозможно дозвониться. То есть на сегодняшний день мы объединили уже колл-центры СОАРНАСы, Теплотранзит, Астана РЭКа, Астана ЕРЦ, Астана ЛРТ по общественному транспорту. Больше всего звонков как раз-таки было там. И там всего работало 8 операторов, что не выдерживало никакую нагрузку. Причем летом были переходы, новые политики, новые изменения именно в работе общественного транспорта, поэтому было очень много вопросов населения. И в августе месяце мы включили этот колл-центр в состав 109, таким образом сняли ту нагрузку, которая вот была. Все обращения регистрируются, инциденты отрабатываются, они систематизируются по принципу, по классификации. И таким образом мы уже можем видеть, какие наиболее острые вопросы волнуют жителей, где больше всего консультаций требуется. Значит, там идет недоработка, информирование жителей, и мы уже начинаем применять подход для того, чтобы исправлять системные вопросы и решать их. Проект Айкомек, мне кажется, мега уникальный в нашей стране. Как вы думаете? Да, конечно, это первый такой проект, который ориентирован на повышение качества жизни в столице и вообще в любом городе в будущем, если его будут масштабировать. Мы взяли за основу международной практики концепцию, тут несколько такой симбиоз концепций лучших практик в мире. В США есть номер 911. Его создали в 1968 году. Это всемирно известный. Да, всемирно известный номер, его популяризировали в 2000-х годах. То есть его создали в 1968 году впервые. Это номер экстренного реагирования. В 1996 году в США поняли, в частности в Нью-Йорке, что этот номер перегружен неэкстренными звонками. То есть люди звонили по всем остальным вопросам неэкстренного характера. И тогда они в первый раз решили применить альтернативный номер 311 по всем неэкстренным вызовам. То есть они разделили 2 номера, один экстренный, другой неэкстренный. И этот опыт получил хорошую, положительные отзывы и распространился по всем городам США. На сегодняшний день мы взяли за основу этот опыт тоже. То есть мы объединили все вопросы неэкстренного характера под номером 109 и сейчас создаем единый номер дозвона по всем экстренным вопросам 112. Есть определенная цель. Цель сделать этот город лучше, сделать тот сервис, которым будет пользоваться каждый. То есть каждый житель так или иначе сталкивается с тем или иным вопросом, и раньше они не знали, куда обращаться. Вот я сама не знала, куда обращаться, если у меня есть какой-то вопрос. То есть мне нужно было зайти на сайт, посмотреть номера дозвона, какое управление, разобраться, то ли это управление или не то. При том, что даже когда здесь мы начали это все выстраивать, мы поняли, что очень много вопросов относятся в рамках города, но они относятся в подведомство, уходят министерств, департаменты под министерствами. То есть и это для нас, для людей,
которые работают в сфере акимата, было новшеством, да, а для простого гражданина это такой недоступный на самом деле ресурс. И объединяя, вот, создавая такой сервис, единый сервис для жителей, мы облегчаем жизнь наших горожан, делаем качественный сервис со стороны акимата и таким образом повышаем качество жизни в целом в городе. Супер. У нас это очень такая работа на фронте, то есть, да, щепетильная, очень такая. Тут операторы должны быть стрессоустойчивы на самом деле. То есть были случаи, когда и слезы у операторов, то есть к вам звонит житель, у которого там какой-то инцидент случился, он весь с негативом, да, и он это все вымещает на наших операторах. То есть были такие случаи, и ну, это жизнь. Должен быть такой сервис. Раньше просто жители не могли даже никуда дозвониться. Да, там были либо заняты, либо кто-то не брал. Здесь у нас четкий контроль качества. Мы отслеживаем каждый звонок, каждый потерянный звонок, каждый недождавшийся звонок. То есть мы это все видим, контролируем и работаем над тем, чтобы как можно меньше потерь у нас было, и чтобы каждый житель получил свой ответ вовремя. Жанат Ханым, вы функционируете уже 10 месяцев, да? В целом за 10 месяцев вы чему добились? За 10 месяцев мы разработали различные средства коммуникации с жителями, сделали этот сервис более удобным для использования. То есть у нас не только контакт-центр для звонков 109, но помимо этого можно через различные средства коммуникации отправлять. Социальные сети в том числе начали мониторить. 8% обращений поступают именно через Facebook на сегодняшний день. Помимо этого вот, интегрировали несколько колл-центров, приняли более 700 тысяч обращений, поставили на контроль 77% обращений закрываются с первого звонка. Круто. Центр Айкомек работает в двух направлениях. Это ЖКХ, жилищные контрольные хозяйства, да? И второе – это безопасность. Чем занимается блок видеонаблюдения? Видеонаблюдение – это часть блока безопасности, где мы сконцентрировали все видеокамеры города. Сейчас у нас интегрировано 6 тысяч камер. В рамках нашего проекта «Городская система видеонаблюдения» мы будем интегрировать до 40 тысяч камер. Сюда интегрируются также камеры частных организаций, подъездов и так далее. То есть жители, чьи КСК еще не интегрировали к нам видеокамеры, могут к нам обратиться, и мы будем с ними отрабатывать по интеграции. Что это дает? Это дает безопасность, двойной контроль. У нас сидят ежедневно, круглосуточно штат операторов видеонаблюдения, которые наблюдают за безопасностью в городе. В будущем, на следующий год, мы планируем ввести видеоаналитику для того, чтобы автоматически выявлять скопление людей, оставленные пакеты и так далее, то есть по всему городу, чтобы это было уже в автоматическом режиме. Блок безопасности у нас полностью интегрирован с ДВД, ДЧС и скорой. Камера Сергек. Вы тоже наблюдаете, да? Да, обязательно, они интегрированы. Это один из проектов по безопасности, и он также интегрирован вот в общий блок безопасности. В вашем коллективе есть люди пожилого возраста и с ограниченными возможностями. У них какой график работы? График работы у всех стандартный, в соответствии с законодательством. То есть у нас бывает по 8 часов, соответственно, есть несколько смен для того, чтобы обеспечить круглосуточную работу. Есть комната отдыха, комната для приема пищи, то есть это все в рамках действующего законодательства. А как таких людей с ограниченными возможностями пожилого возраста принимаете на работу? Через центр занятости. То есть мы работаем с центром занятости, мы ищем людей, подходящих под эту работу. То есть по большей части это требование, что человек хочет помогать, хочет выявлять, хочет именно контролировать, да, ну, в смысле, всю ситуацию, безопасность в городе. Поэтому особых там навыков мы их здесь обучаем, как работать с компьютерами, как работать с камерами. То есть это все, в принципе, в процессе обучения можно приобрести. Самое главное — дисциплина и желание работать. Общественный проект «Рухани Жаңғыру» стал девизом нашей страны. Как авторитетный человек, как авторитетный гражданин нашей республики, какой вклад вы внесли к этому проекту? Действительно, «Рухани Жаңғыру» — это важный проект, он необходим именно сейчас для нашего общества, для того, чтобы сплотиться, где-то измениться, усовершенствоваться. И городской центр Айкомек — это именно тот проект, который необходим для того, чтобы выстроить правильные взаимоотношения между городскими властями и жителями города, для того, чтобы каждый житель был услышан,
не только жалобы, но и предложения. И как раз-таки та площадка, в том числе и оцифрованная площадка, то есть мы предлагаем цифровизованные сервисы, чтобы оставлять свои предложения, обращения, давать идеи, да, инновации, может быть, предлагать. И городские власти оперативно, конструктивно должны их рассматривать и применять в работе. То есть как раз-таки это одна из тех площадок для того, чтобы влиять и изменять в рамках проекта «Рухани Жилгару». Что такое для вас успех? Успех, ну, наверное, это самореализоваться. Применить те свои знания и идеи, которые изучала в течение всей своей жизни, в течение учебы, на практике, для того, чтобы изменить общество, внести вклад в развитие страны. 5 советов от Жанат Дубировой к нашему молодому поколению. Учиться, верить в что-то лучшее и нести вот те знания, идеи, добиваться своего. Скажите, пожалуйста, вот нельзя ошибиться в жизни в 2 правилах: при выборе профессии и при выборе спутника жизни. Вы не ошиблись ли в этих 2 правилах? Ну, я бы не стала так считать на самом деле. Почему? Потому что даже в Европе молодые люди, они учатся на любую профессию, неважно на какую. И когда уже поступают на работу, принимают, они уже начинают самоопределяться. То есть я верю в то, что можно всегда переучиться, изменить самостоятельно. То есть те знания, которые вам закладывают в университете, это еще не основа всего. Как бы. Человек может, сейчас доступно все, знания всего мира доступны в интернете, да? Поэтому каждый человек может взять то направление, в которое чем хочет заниматься по жизни, в любом возрасте измениться, при том, что сейчас уже принято говорить о том, что человеку нужно готовить 2 профессии, да? То, чем он должен заниматься в молодости, и то, чем он будет заниматься в зрелом возрасте. И нужно быть готовым к постоянным изменениям. Это вот тот челлендж, который есть в нашем поколении. И я считаю, что всегда можно чему-то переучиться, научиться, и меняться нужно, быть готовым к изменениям. Да. Через 10 лет центр Айкоми как будет развиваться? Я надеюсь, что будут принимать больше обращений жителей, что жители больше будут знать. Через 10 лет, я думаю, население столицы будет в разы больше, чем сейчас. Соответственно, и качество сервиса должно повышаться. Поэтому этот центр, он не только колл-центр, контакт-центр, это еще и открытый акимат, то есть места по консолидации всех госуслуг именно в этом центре, чтобы жителям было удобно получать их как в цифровом формате, так и в альтернативном. Жанат Ханым, я хочу сейчас начать рубрику под названием «Одна минута». Я вам задам несколько вопросов, вы должны ответить на них коротко и ясно. Итак, начали? Все, поехали. Во сколько вы сегодня проснулись? В 6. Что вы видели во сне? Ничего. Абсолютно. Вообще ничего не помню. Кем будет являться сын брата вашего мужа? Сын брата мужа. Наверное, племянник. Сын вашего соседа? Сыном соседа. Где жить лучше, в ауле или в городе? Везде есть свои плюсы и минусы. Каждому человеку по-разному. Астана или Алмата? Астана. Акимат или прокуратура? Акимат. Что вы любите кушать на завтрак? Яичница с черным кофе. А на казахских свадьбах, на тоях, как вы зажигаете? Зажигать. Если там нет камер. Ваш любимый цвет? Голубой. Талисман? Сова, наверное. Байтерек или Агорда? Аккорда. Жанат Ханым, вот и мы с вами завершили нашу рубрику. Теперь осталось нам показать ваши эмоции к зрителям благодаря этим смайликам. Выбирайте из них. Может быть, ваше настроение вот это, лайк, или вы после этого всего. Либо поцелуйчики нашим зрителям, либо как руководящий, шеф, босс. В этом плане. Ну, давайте поцелуйчики. Нашим зрителям воздушный поцелуй.